Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Пусть Аллах примет наши посты, пусть Аллах примет наше усердие. Иншаллах, каждый день за полчаса до азана, ночного намаза, будем проводить лекции. И я, в свою очередь, хочу прочитать некоторые хадисы, где сподвижники, радийаллаху анхум, описывают сначала внешность пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а затем уже его нрав. То есть халькун, внешность, строение, и хулькун, то есть его нрав. Мы знаем, что сподвижники, которые уверовали в Аллаха и в Его посланника, они любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, намного больше, чем своих самых близких людей, чем своих родителей, чем своих супруг и супругов, чем своих детей и чем самих себя. И каждый сподвижник, он был уверен, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, похоронит его, других сподвижников, затем сам умрет. И они даже не могли себе представить, что им придется пройти через это самое страшное, самое тяжелое испытание, а именно потеря пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они не могли себе представить свою жизнь без него. Они не могли представить свой день, чтобы они не посидели рядом с ним, чтобы не совершили намаз за ним, чтобы не послушали его назидания, не любовались его телом, его строением, его лицом, его улыбкой, его глазами. То есть они жили этим. И они даже не представляли, что в один прекрасный день они придут в мечеть, а на месте имама будет кто-то другой. Пусть будет Абу Бакр, пусть будет Умар. Но ни Абу Бакр, ни Умар — это не пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому для них потеря пророка, алейхиссаляту вассалям, смерть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это было самое страшное испытание. И ученые говорят, что в истории не только сподвижников, в истории человечества, в истории ислама, в истории мусульман никогда не было более тяжелого испытания, чем потеря пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для сподвижников. Мы знаем, что сподвижники, они были лучшими членами этой уммы. И самые тяжелые испытания Аллах дал именно им, потому что они были самыми лучшими, самыми богобоязненными. Но самое тяжелое из всех испытаний, которые они прошли, это была смерть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Хурайра, радийаллаху анху, рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, то есть клянусь Аллахом, к одному из вас непременно придет, настанет такой день, в который он уже не увидит меня». Вот представьте себе, пророк, алейхиссаляту вассалям, собрал своих любимых сподвижников, с которыми они вместе прошли огонь и воду, и блокады хурайшитов, и поражение, и потери самых близких, голод. Все они прошли. Унижение, которое они терпели со стороны хурайшитов. И вот посланник Аллаха им говорит: придет, настанет для вас такой день, когда вы не сможете увидеть меня. Все, меня не будет. Они же привыкли каждый день, любой вопрос, любая проблема, они шли к кому? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сейчас придет на Зухар, а после Зухра мы подойдем к нему, и он нам решит этот вопрос.
Он придет на Магриб мы подойдем к нему, и все, мы с ним поговорим, он нам даст совет. Все, они привыкли, что он всегда рядом, что он всегда есть. И вот пророк говорит страшную вещь. Настанет тот день, который он, то есть он, кто-то из вас, уже не сможет увидеть меня. И увидеть меня тогда, вот в этот день, когда меня не станет, будет желаннее, любимее для него, чем увидеть свою семью и имущество. То есть сподвижники, они будут скучать по нему. Они будут скорбить по нему. Они придут в мечеть, их глаза будут искать пророка, но его уже не будет. Они встанут на намаз и будут ждать его голоса. Аллаху Акбар, имам, пророк, алейхиссаляту вассалям. Вот он сказал такбиратуль ихрам, и все встали на намаз. Но они не услышат его голос. Они встанут в киям и будут ждать, что вот пророк, алейхиссаляту вассалям, сейчас начнет читать книгу Аллаха, но они не услышат. И для них услышать пророка, увидеть его будет любимее желание, чем увидеть свои семьи и имущество. Даже по своим детям, женам, родителям сподвижники так скучать не будут. Вот поэтому, дорогие братья, это их иман, это их вера. И сегодня мы умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая также обязана уверовать в него, любить его. Давайте зададим вопрос. Как много и как часто мы вспоминаем о нем, и как часто мы скучаем по нему? Как часто мы скучаем по нему? Бывает так, что мы куда-то уезжаем, и вдали от наших близких, жен, детей, доченьки, сыночка, родителей, мы начинаем скучать по ним. И душа иногда начинает тосковать, болеть, страдать, потому что мы не видим наших близких. Сколько раз, будучи в одиночестве, вы вспоминали пророка, и сколько раз вы чувствовали эту тоску по нему, Эту тоску по нему. Я уже не буду спрашивать, сколько раз вы плакали, в ожиданиях встречи с ним и тоскую по нему. Аны сагынып. Это, дорогие братья, это наш иман. Это наш иман. И пророк сказал, будет день, придет день, и вы не увидите меня. И вот для чего я решил взять эту тему, описание внешнего вида, облика, лица, не знаю, носа, глаз, ушей, волос, рук, ладоней, пальцев пророка. Об этом очень много хадисов приходит. И сподвижники прямо с маленькими, с мельчайшими подробностями, они описывают, какие у него были глаза, веки какие были, зрачки какие были, какого цвета они были, как он смотрел, сколько у него на голове волос было. Представьте себе, это все об этом они рассказали нам, чтобы мы, не имея его изображения, мы могли себе вообразить, вот он, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте посмотрим на совершенство его облика, совершенство его строения, потому что Аллах захотел, чтобы самые лучшие из человечества пророки, они имели прекрасное лицо, они имели прекрасный голос. И вот давайте посмотрим сначала самые красивые люди в истории человечества. Самые красивые люди. Можно здесь подчеркнуть троих пророков выделить. Первое – это Адам, алейхиссалям. Потому что, когда Всевышний создал Адама, он приказал ангелам падать ниц, пасть ниц перед ним. Потому что Адам, он был совершенным. Вот если наука, материализм, дарвинизм пытается нам объяснить и вот этим
заражали отравляли наши умы в школах. Многие, я думаю, в школах прошли через это, были жертвами, особенно взрослое поколение, да. Вот нам говорили, что сначала человек был животным, невзрачным, горбатым каким-то, волосатым, хвостатым, но потом как-то он решил поработать, потрудиться и начал превращаться в прекрасного, умного человека, да? На самом деле, Коран как говорит? Аллах говорит: я создал вашего отца в наилучшем образе. И вообще про человека Аллах говорит: мы создали человека фи ахсани таквим, в наилучшем виде. Человек — это самое прекрасное создание Всевышнего Аллаха. Человек, его строение, его лицо, его органы его тела. И поэтому Всевышний Аллах даже спросил у шайтана: что помешало тебе падать ниц перед тем, кого я создал? Кого я создал? Аллах его создал, человека. И он в наилучшем виде. И в хадисе говорится, что все обладатели рая, все мужчины, которые войдут в рай, они будут самыми прекрасными, самыми красивыми. И все женщины, которые войдут в рай, они будут самыми прекрасными. И те женщины, которые поклонялись единому Аллаху, были верующими, и они будут там лучше, красивее, чем даже гури. Это всем понятно. Но смотрите, что говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Мужчины, все, которые войдут в рай, они будут самыми прекрасными, они будут подобны кому? Адаму алейхиссалям. Смотрите, даже не то, что Адам был прекрасным, это был эталон красоты. Эталон совершенства. Первый человек — это был эталон совершенства. Его рост, он был высоким, он был огромным, как 10-этажный дом. Это мы тут обмельчали уже. Все, мы уже слабые, маленькие. А он был большим, великаном. Он был сильным. Его тело, его здоровье. Сколько лет жил Адам? 1000 лет жил. Разве можно сравнить его строение, его тело, его здоровье, его силу, его красоту с нашим? Нас хватает на 60-70, может быть, больше лет. А он жил 1000 лет. И вот смотрите, первая красота Адама. Люди, мужчины будут подобны Адаму. То есть он был очень красивым. Второй пророк, тоже Аллах выделил его своей красотой. Это кто? Юсуф алейхиссалям. Юсуф алейхиссалям. Даже женщины, увидев его, они порезали свои пальцы. И подумали, что это не человек, это ангел с небес, потому что он был очень красивый. Да? Потом, во время Миграджа, мы знаем, посланник Аллаха встречался на каждом слое неба, он встречался с пророками. И когда он увидел Юсуфа, алейхиссалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ему было даровано половина красоты. Половина всей красоты ему была дарована. То есть он был очень красивый. Это про Юсуфа, алейхиссалям. Но смотрите, дорогие братья, ученые ставят вопрос, кто был красивее, Юсуф, алейхиссалям, или пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И ученые говорят, что самое красивое лицо и самое красивое строение тела Аллах дал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А вот этот хадис, где пророк сказал, ему была дарована половина красоты. Например, Хафиз ибн Хаджар, имам ан-Навави, который дает определение, толкование этих хадисов, они говорят, что здесь, может быть, пророк имел в виду половина красоты. Какой? Красоты, которую Аллах дал ему.
Поэтому другие хадисы указывают на то, что самым красивым обликом обладал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И он был красивее, чем пророк Юсуф, алейхиссалям, и, конечно, красивее, чем Адам, алейхиссалям. И вот давайте посмотрим несколько хадисов, которые указывают на совершенство его внешности. Абу Исхак рассказывает: я слышал, как Барра ибн Азиб, это прекрасный сподвижник, который передал немалое количество хадисов. И вот он говорит: я слышал, как Барра ибн Азиб нам рассказывал. То есть сподвижник рассказывает кому? Табигинам, последователям. Последователи табигины, они видели пророка? Нет, они не видели пророка. Но они были счастливыми тем, что они приняли ислам от сподвижников. И у них была возможность садиться, сесть рядом с ними и слушать, как сподвижники рассказывали им хадисы, которые они сами слышали, сами видели. И вот Абу Исхак рассказывает, Барра ибн Азиб нам рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был лучшим из людей, самым прекрасным из людей лицом и строением. То есть они говорили, что самое прекрасное лицо из всех людей — это было лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и строение. Он не был слишком высоким, выделяющимся среди других, но также он не был и низким. То есть рост у него был, он среднего роста был. То есть люди не говорили: а вот он идет, то есть высокий, слишком, нет, но и низким не был. То есть у него был средний рост. Этот хадис передал имам Бухари и Муслим. Также у Бухари и Муслима приходит хадис от того же сподвижника, Барра ибн Азиб рассказывает, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был среднего роста. То есть примерно средний рост он был, с широкими плечами. То есть он не был каким-то полным, жирным, он не был худощавым, да? У него были широкие плечи, он был среднего возраста. И я видел, что его волосы доходили до мочек ушей. То есть до мочек ушей у него волосы, бывало, что он полностью сбривался, бывало, что у него были длинные, но вот в это время Барра описывает, я видел, что его волосы доходили до мочек ушей. Я видел его в прекрасной накидке красного цвета, и я никогда в жизни не видел никого более красивого, чем он. То есть из всех людей, которых видел, из всех лиц, которых видел в жизни Барра ибн Азиб, он говорит, я никого не видел более красивого, чем он. Это он был самый красивый. Его облик, его лицо было самым совершенным. Также, это Бухари Муслим хадис, сборника. Также сподвижник Джабир ибн Самура рассказывает, в одну из лунных ночей, то есть небо было ясным, мы видели луну, свет луны, да, я увидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на котором была накидка красного цвета. И тогда я начал рассматривать его. То есть он увидел пророка, и он сидел, рассматривал каждую частичку его тела, его лица, он вот так смотрел, любовался. И я по очереди смотрел то на месяц, то на него. То есть вот смотрите, какая любовь была. Какая любовь была к пророку. Я то смотрел на него, то на месяц. Сравнивал. Да? И он говорит, я увидел, что его лицо лучше и прекраснее, чем месяц в небе. То есть красота внешности лица пророка была лучше, чем красота месяца. Этот хадис передал имам ат-Тирмизи, Дарими, Аль-Хаким и другие. Анас ибн Малик. Кто такой Анас ибн Малик? Это сподвижник, который жил
с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и служил ему в Медине, да? Анас ибн Малик рассказывает, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были большие руки. То есть, вот мы, татары, говорим, «эрисьяклю булганинды». То есть, у него плечи были широкие, руки были большие и большие стопы. А также у него было очень красивое лицо. И я не видел никого подобного ему ни до него, ни после. А также у него были широкие ладони. Широкие ладони. То есть, большие руки, стопы, широкие ладони, широкоплечие. И вот лицо подобного ему я никогда ни до него, ни после не видел. Этот хадис рассказывает Анас ибн Малик в сборниках имама Аль-Бухари. Также Али ибн Абу Талиб рассказывает, кияуинга, да, муж Фатима и его ближайший сподвижник. Он рассказывает, посланник Аллаха не был слишком высоким, но не был и низким. У него были крупные руки и стопы, большая голова, объемные суставы. Объемные суставы. Вот рысьяклю был вам, да? Протяженная полоса волос на груди до живота. То есть видели, что вот немножко у него были здесь волосы на груди. На груди были волосы. Во время ходьбы он раскачивался вперед, как будто спускался со склона. То есть сейчас он уже описывает его походку. Ни до него, ни после него я никогда не видел никого подобного ему. То есть пророк, он был один такой, самый прекрасный, самый красивый. Этот хадис передал имам Тирмизи и имам Ахмад. Особые слова оставили сподвижники про его лицо. Потому что каждый раз, когда мы видим друг друга, мы сначала видим лицо. Так ведь? Вот. Барра ибн Азиб рассказывает, посланник Аллаха был лучшим из людей своим лицом и строением. То есть он был самым красивым, самым лучшим. Абу Туфейль рассказывает, сподвижник, он был белым, светлым, с прекрасным лицом. Вот если кто-то думает, что у него было смуглая, темная кожа, да, вообще люди далекие от ислама, они вообще думают, что там пророк там темнокожим был, да, то есть у него лицо было очень светлым. Он был белым с прекрасным лицом. Это имам Муслим передает этот хадис. Также Абу Исхак Табиин рассказывает, однажды люди спросили Барра ибн Азиба, это тот сподвижник, который описывал лицо пророка, было ли лицо пророка подобно мечу? То есть арабы, они всегда сравнивали, если лицо длинноватое, продолговатое, то они говорили, это вот как меч, да? А есть круглое лицо. И вот когда у него спросили, было ли лицо пророка подобно мечу, на что он ответил, нет, оно было подобно луне. То есть посланник Аллаха, его лицо было круглое, подобно луне. Также Джабир ибн Самура передает, рассказывает, передняя часть головы пророка и бороды были покрыты легкой сединой. То есть у пророка, несмотря на то, что он прошел самые тяжелые, самые страшные испытания, но его природа, его физиология, тело была такова, что у него седых волос было мало. Даже когда он умирал, сподвижники они знали точное количество волос седых на его лице и бороде, на его голове и бороде. Вот. Поэтому Джабир ибн Самура рассказывает, передняя часть головы и бороды пророка была покрыта легкой сединой. Но он иногда умощал волосы маслом. И эта седина скрывалась. То есть, когда он умощал маслом, то уже мы седину не видели. Он рассказывает, сподвижники уже не видели. Но когда его голова была растрепана,
То есть он не масло для чего было? Они причесывались так, да? То, может быть, оливковым маслом тогда еще было. Дети причесывались так. Ну, сегодня как гель для волос, да? Вот. Но когда, говорит, волосы у него были растрепаны, вот эти седые волосы слегка проявлялись. И его борода была густой. То есть у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была большая, объемная, густая голова. Это вот то, что касается лица, прекрасного лица пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И некоторые сподвижники, когда клялись Аллахом, они использовали красоту лица пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они говорили: клянусь тем, то есть Аллахом, который дал Мухаммаду прекрасный лик. Они вот так говорили. И даже были случаи, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам так поклялся. Вот, например, Абу Саид аль-Худри рассказывает, что посланник Аллаха сказал: клянусь тем, кто почтил лик Мухаммада, то есть сделал лицо Мухаммада прекрасным. Когда он вручал знамя во время войны, он вручил знамя Али. И вот он сказал эти слова: клянусь тем, кто почтил лик Мухаммада. Также есть подвижники, которые описывали его рот, его зубы, его глаза. Например, Джабир ибн Самура рассказывает, у пророка был объемный рот. То есть у него рот не был маленьким. То есть объемный рот был, и стройные пятки. А глаза у него были ашкаль. Когда люди спросили, а что такое ашкаль, он ответил, то есть разрез его глаз был широким. То есть глаза были у него большие, круглые глаза. Лицо круглое. Вот. А что означало стройные пятки, когда спросили, он сказал, такие, в которых было мало мяса. И вот так описывает его тело. Иншаллах, давайте завтра, иншаллах, будем говорить о том, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как у него светилось лицо, ликовало во время радости, да, как оно, прекрасное лицо, становилось еще более прекрасным. Делайте дуа, дорогие братья, чтобы Аллах Тааля простил нам все наши грехи, ввел нас в райские сады, чтобы мы увидели. Много можно об этом говорить, но можно один раз увидеть прекрасное лицо пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому просите у Аллаха, чтобы Аллах дал нам возможность увидеть лик пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в раю, иншаллах. В судный день, иншаллах, перед водоемом, возле водоема. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.